Здравствуйте! В эфире программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. И сегодня я хочу сфокусировать ваше внимание на самом ценном и важном – ценности воспоминаний. Думаю, что первое, о чем вы подумали, это фотографии, я с вами соглашусь. Однако, кроме фотографий, мы многое храним и в видеоформате, что также представляет особую ценность. Обо всех тонкостях аудиовизуального наследия мы и поговорим с моей сегодняшней гостьей, журналисткой, отличником телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия, ведущим археографом Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева Альбиной Даниловой. Здравствуйте, Альбина Степановна. Здравствуйте, Ирина. Все, о чем я только что упомянула, фото, видео, материалы, это все наше наследие, как правило, это семейные архивы, конечно. И работая в кинохранилище, ежедневно соприкасаясь с историей республики, отсматривая километры архивных пленок, вот что вас особенно впечатляет и трогает до глубины души? Ну, это вопрос такой вот обширный, я бы даже сказала философский. Если сравнить, как я работала многие годы, практически всю сознательную жизнь посвятила телевидению, радио, и если сравнить эту область с киноархивом, с этим моментом просмотра, то я бы сказала, это совершенно другой образ мышления, другая какая-то установка жизненная приобретается. У меня такое ощущение, что я нахожусь в машине времени, что я управляю ею. Вот у нас логотип же есть, вы видели? Лодочник. Он плывет по реке времени. И вот у меня такое ощущение, что я плыву сквозь столетия, даже там сквозь десятилетия. Ощущение, что я плыву по времени. Трепетное такое ощущение каждый раз, когда сидишь, смотришь какой-либо кинодокумент. Вот, и действительно, история архива, она же, больше, чем человеческая память. То есть вы можете представить себе наглядно там то время, которое вы не можете помнить, как... Да, как все, что происходило. Вот вы знаете, очень много открытий происходит, и я думаю, что каждый мой коллега, который работает со мной, вот ощущает себя действительно по-настоящему хранителем. Потому что вот я смотрю какой-то документ, допустим, 40-летний, 50-летней, 30-летней давности, и даже 10 лет назад, допустим, работы своих коллег. И я открываю для себя те пласты времени, которые я упустила в силу обстоятельств, не была свидетелем, не знала тонкости, деталей этого события или явления, или человека, персоны какой-то. И мне как бы судьба преподносит такой подарок. Я могу это созерцать, мало того, что я могу перематывать это, возвращаться снова и снова и изучать. В то время, когда я занималась практически 20 лет развлекательными программами, рекламой, вдруг вижу и узнаю, чем занимались мои коллеги, оказывается. Они Да, в это время они, оказывается, ездили по командировкам, по городам и весям. Они делали такие серьезные передачи. А я там, извините, занималась рекламой и развлекательными передачами. Я ищу фильмы, которые бы что-то открыли для меня новое, чем-то потрясли. Я вообще не считаю, как иностранцы, американцы могут снять фильм про Вторую мировую. Мои друзья, мои коллеги, люди, известные люди, которых я просто знаю, вот статусно, да, официально, но я узнаю какие-то грани новые об этих людях, о своих же друзьях, о своих коллегах. И как бы уважение такое, понимаете, поднимается. Практически это касается всех каких-либо событий. Мне преподносится, вот эксперту, да, такая возможность пережить заново какие-то периоды жизни. А какие кадры являются самыми ценными или самыми старыми? Вот уже на протяжении многих лет, как наши коллеги выходят в эфир на радио, телевидение, всегда уже как заученная, так сказать, это как мантра. Нас хоть ночью разбуди, мы знаем, что можем четко сказать, самая старая кинопленка, которая хранится в фонде, это 1924 года. Как вы знаете, умер Владимир Ильич Ленин, и наша якутская делегация во главе с Максимом Амосовым приезжала на вот эти трагические, так сказать, события. Да. Потом 1926 года Тюркологический съезд.
состоялся, и юбилей Академии наук 26-го года тоже. Это, ну, я бы сказала, уникальные съемки. 3 самых, как говорится, древних таких кинопленки. Мне повезло обнаружить уникальную запись. Обычно, когда фильмопроверщики проявляют пленку, они сами-то и не знают, что там внутри. Они просто проявляют пленку, приносят, перегоняют на диск. Нам приходит во временный фонд до того, как поступить на государственный учет. Эксперты должны проверить, насколько ценна эта работа, что там интересно и вообще стоит ли его хранить. Да. И вот мне на стол лег диск, и там было просто написано слово «Тарын». Все. Я время от времени иногда откладывала, думаю, ой, ну там про наледи, наверное, съемки природы какой-то там, ну, в горах. И я бралась за другие работы иногда, ну, есть такое право выбирать. И все-таки я добралась до Тарына, включаю и вдруг обнаруживаю. Тарын – это, оказывается, наледи, это горного хребта Верхоянья, и вдруг пошли черно-белые кадры с титрами, которые вот дают полноту информации и картины об экспедиции первого мерзлотного гидрологического отряда Седова и Швецова 1939 года. Институт мерзлотоведения уже тогда существовал, и вот это была первая экспедиция. И вы знаете, каждый вот кадр, он все титрованный был. Полная информация, какие исследования они ведут. Потом колонна машины, которые впервые в жизни, вот Урал машины, преодолели наледи Верхоянского хребта. Там они вязли в снегу и в наледях, в воде. Это такой экстрим, который даже и сейчас имеет интерес для многих ученых и экстремальщиков, водителей. И этот фильм длится, хронометраж всего 11 минут, но он снят от начала до конца. И даже там еще был кусочек кинопленки, где были сняты рисованные титры. Ну, готовились к монтажу этого фильма, рабочий материал. Я зову коллег, они говорят, да это же уникальная пленка 1939 года. Принес ее, кстати, Сергей Иванович Сериков, специалист Института мерзлотоведения, и по его рассказам они как-то разгребали склады у себя там в подсобке или в клубе, и просто извлекли банку эту из-под глыбы льда, это, считай, как раскопки были, из ледяного склепа. И, говорит, сначала подумали, ну, кинопленка видно, ну, а что это, они не знали. И они думали, ну, может, фильм Чапаев там какой-нибудь. И они принесли эту кинопленку, она была вся в плесени. И наши фильмопроверщицы, вот Екатерина Салашина, Алена Марсанова, они просто титанический труд произвели. И пока она была не оцифрована, пока она увлажнялась, пока они ее чистили, на первом этаже были просто нестерпимые запахи химикатов, плесени. Кстати, им за вредность вот, в работе дают им молоко регулярно. И по праву, и правильно. Да? И вот они эту пленку проявили и принесли вот нас. Я считаю, что вот это для меня, вот в моей биографии, это, в общем-то, ну, большое и яркое событие. Это одно. Затем я еще вот, обнаружила ценное, что было для меня. Вот есть такой человек, Сергей Щербаков, он живет в Екатеринбурге. Это сын известного оператора Алексея Щербакова, который в 60-х, 70-х годах работал в центральной студии документальных фильмов. Ну, из Москвы человек. И он ездил по СССР, очень много, и снимали фильмы, и он был в Якутии. И вот те кинопленки, которые он снял в Якутии, и рабочие материалы, они остались в его домашнем архиве, и сын, уже после смерти отца, ну, разгребая опять-таки архивы, обнаружил вот несколько ящиков кинопленок, касающиеся истории Якутии и вот этого периода жизни. Он связался, ну, с помощью вот сотрудника музея Ефросиньи Наговицына. Она занималась творчеством
графика художника Валериана Васильева и искала материалы. И каким-то образом она связалась с Сергеем Щербаковым, ускорила этот процесс передачи. Наконец-то вот эти ценные материалы у нас сейчас находятся. И несколько фрагментов, где-то буквально 5-10 минут, опять-таки прошли через мой компьютер. И опять-таки я увидела, ну там, это 69-го года, да, Валериан Васильев. Я много о нем слышала, но никогда не видела живое вот его движение, как он в кадре, но они без звука, к сожалению, пока. Для того, чтобы сличить достоверность этих фактов, что именно 69-й год, что именно они сидят в мастерской художника Ковалевского, чтобы вот это удостоверить в акте, в протоколе, да, мы с Ефросиньей Наговицыным перелопатили массу не литературы, а прессы. Нашли интервью Щербакова в газетном варианте. То есть у вас видео без Да. звука, а есть Тут шифровка газетная, да. И когда совпадает, когда он говорил, у Ковалевского мы снимали в субботу, а в воскресенье мы договорились с Валерианом Васильевым снимать у него дома. Он был не очень, потому что, хотел, видимо, отдохнуть, хватит, там снимали. Ну и не хотел особо, как сейчас говорят, пиариться. Но они его убедили, и вы знаете, вот в кадре было заметно, он такой вот был не очень доволен, что у него берут интервью, но потом он разговорился, и Щербаков пишет, справа от окна у него увидел деревянного идола. И я спросил, откуда, и он рассказывает, что он откуда-то это вез, там, что он коллекционирует такие вещи. И в кадре я вижу действительно деревянный идол, и все совпадает. И по дате, и вот тут происходит просто чудо, да. И я считаю, что это вот когда совпадает время, факты, обстоятельства, это просто очень дорогого стоит. Еще есть пленка, которой я очень дорожу. Запись передачи Якутская государственная телерадиокомпания, когда она была учреждена в 1992 году. Они отмечали это торжественное событие в Театре оперы и балета. Там практически сняты все звезды, легенды эфира, многих которых нет в живых. Но знаете, вы будете отмечать юбилей телерадиокомпании, компании НВК, знаете, что есть такая ценная запись. Но ее, опять-таки, принесла на кинолетопись Якутии простая учительница, которая после смерти мужа нашла у него в архиве эту кассету ВХС. Он был фанатом телевидения якутского. И эту кассету ему подарил Семен Протодиаконов. Вот видите, обычная учительница. Историю сохранила для вас. Запевала этого слушая автор и ведущий телевизионной программы «Кулуга» Арсен Зверев. Он обладатель главного приза республиканского конкурса «Запевала слушая» Андерсон, который присуждается раз в 4 года. Цифровка, она продолжается, потому что это такой процесс, как говорится, не одного дня. Процесс узнавания, процесс, так сказать, экспертизы и постановки на госучет, это нужно знать, что есть в этом. У Щербакова, кстати, очень много ценных там материалов. И про снайпера Кульбертинова, и про Сергея Зверева Ланхасута. Очень много. И мы как бы в ожидании, так сказать. Вот помимо приема и архивирования киновидеоматериалов, ваш центр ведет еще постоянное архивирование, то есть съемки каких-то значимых событий, культуры, там, политики, истории современной, природы и так далее. Получается, у вас есть какая-то творческая команда, режиссеры, операторы, которые вот все это делают? Официально вот как таковой творческой команды, как структуры, ее нету, но есть в составе коллектива творческие люди, которые могут и хотят это делать. В уставе нашей организации вообще-то есть пункт о производственной деятельности. Мы имеем право изготовлять продукцию любого жанра, вплоть до документальных и художественных фильмов. Это как бы долг наш и зов сердца. Это раз. Есть люди, которые могут писать сценарии, есть люди, которые могут снимать, монтировать, выпускать. Инициативное архивирование
оно, в принципе, оно не идет как конвейер, да, оно не планируется, оно идет вот как течет река жизни, событийно, те же выборы, допустим, референдум, ну, митинги и прочее. Реагируем. Вот насколько есть возможность, камера, наличие, так сказать, творческих сил. Просто идем, снимаем, или, как иногда говорят, ну, рабочий материал, без монтажа. И сразу вот весь рабочий материал идет в фонд для возможного дальнейшего использования. Такого нету вот критерия, вот это снимаем, это не снимаем. Считаем важным, идем. Даже ежегодно наши ребята, операторы, снимают, ну, День города, допустим. И не только сами события, улицы, людей, площадя, там, фонтаны. Это сейчас оно вот казалось, ну, сняли, да сняли. Ну, через 10-15 лет это будет уже как бы ценная передача. Но что касаемо таких событий, вот, критического такого плана, допустим, нежелательных, непозитивных, эксцессы, да, ну, у нас не новостная, так сказать, команда, чтобы быстро реагировать на такие вещи. В этом плане мы уповаем на коллег, работников, журналистов, которые профессионально это делают, и потом уже сдают, так сказать, фонд. Вот, допустим, Иван Осохой, да, вот в свое время-то известный такой человек 90-х годов, он сдал весь свой архив, где, в общем-то, помимо, так сказать, своей деятельности, там запечатлена, ну, практически эпоха 90-х. Тогда еще не имели возможности снимать наши, так сказать, инициаторы архивирования. Хочется таких открытий. А вот рабочие материалы, они тоже несут в себе такую ценность. Казалось бы, сняты просто для того, чтобы вышел человек, а он не знает, что через 25-30 лет это все по-другому. И, может, кадр попадет совершенно какой-то интересная личность, которая в скором времени станет вообще знаменитостью. Да? Мы же много людей вот узнаем в кадре. Были на 20 лет моложе, на 25 лет моложе. Интересно, в общем-то. Но я вот скажу, что примерно тоже происходило со мной, когда я смотрела фильм Геннадия Багананова «Телюрюю» в черно-белом цвете 92-го года. И этот фильм известен в узких кругах наших кинематографистов, но мало известен вообще широкому зрителю. И когда они снимали этот фильм, вот Зоя Петровна, его мама, она говорила, вы знаете, он мне тогда говорил, мама, вот через много-много лет, через 25-30 лет об этом фильме заговорят. Все. И я тогда, говорит, посмеялась, ну, у меня сын такой мечтатель. И это свершилось, когда мы этот фильм слили в сеть, и пошла куча комментов, лайков, открытие произошло. Я написала вот записки киноэксперта. Она сказала, а ведь действительно мой сын был прав. И мы действительно вот почувствовали столетнюю древность, как жили якуты тогда. Опять происходит стыковка времен. Сейчас у каждого есть планшет, мобильный телефон. Объем информации растет и растет. Наверное, к вам, я не знаю, может быть, к вам приходят какие-то люди, которые считают, что их домашний архив достойно увековечен. Да. Или, ну не знаю, я приду, принесу свои передачи. Да, да. Вот, кстати, это приветствуется. Вот с этим вы как? Наверняка же поток возрос. Поток возрос, и он возрастает, особенно вот когда клич кинули народное движение по сохранению аудиовизуального наследия по улусам в республике. Во многих улусах у нас появились друзья, так называемые патриоты. Это не обязательно журналисты, не обязательно люди, операторы, профессионалы. В каждой деревне, да, вот, в каждом селе есть какой-то энтузиаст, совершенно бессребренник, который просто снимает историю своего села. И они приносят, ну, просто горой там эсэхи, концерты, какие-то там праздники, юбилеи. Но это имеет ценность. Рука не поднимается там писать отказ. Вот есть такое понятие отказ, возврат, так как видеоматериал не представляет, да, или исторической, там, общественной. Но мы не отказываем, потому что там на пленке есть ветераны
старожилы, люди, которые внесли там в свою пользу свой труд, люди, чьи-то прадеды, деды. Это история, и мы все это принимаем. Вот, кстати, недавно попала просто чья-то свадьба, и неизвестно, мы не можем определить, просто черно-белая, да? Но эта свадьба очень отражает типичные моменты свадебных торжеств 70-х годов. Ну, просто один в один. По этой свадьбе, по этой кинопленке можно нашим киношникам снимать художественные фильмы, как бы декорации, там, учитывать все вот эти атрибутику. Эта свадьба была в ЕГУ, она как бы считается молодежная, и даже в те времена гости танцевали осохой. Этим тоже уникально. Как они были одеты, гардероб. Несмотря на то, что она лишена полноты информации, неизвестно, кто снимал, неизвестно, кто жених и невеста. Мы ее номинировали на конкурс «Кинолетопись». Правда, она там некого было даже и поздравлять. И поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к нашим телезрителям. Возможно, вы узнаете кого-то из гостей свадьбы, возможно, вы узнаете самих героев торжества, жениха или невесту. Было бы просто замечательно. Возможно, дети узнают своих родителей, внуки узнают свою бабушку и дедушку. Посмотрите внимательно. Возможно, вы кого-то узнаете, и тем самым вы окажете нам неоценимую помощь в достоверности и вот этой экспертизы, и внесете, так сказать, имя в историю нашей Якутии. Особое удовольствие такое бывает, когда ты работаешь с консультантом. Кстати, мне девчонки рассказывали с фильма про вещицы. 10 лет назад Краеведческий музей Верхневилюйска принесли пленку. Тоже вот так же, как с Институтом мирозлатоведения, не знаю, что там. Она была вся в плесени, в трещинах. Некоторые уже говорили, да бросьте, это бесполезно. Но девушки взяли и эту пленочку склеивали, она 16-миллиметровая, вот этим скальпелем, очень тонко, ювелирно. И с каждым днем там прибавляя там, по сантиметру. Никто не надеялся, но все-таки они ее склеили, перегнали, и это оказался очень ценный материал 60-х годов из истории Верхневилюйского улуса. Этот материал потом победил в кинолетописи, гран-при завоевал. И вот уже прошло много лет, а они до сих пор благодарят за это, потому что они показывают эту кинопленку вот школьникам, детям, кто-то узнает своего прадеда, деда. В этом плане я считаю, что большое спасибо всем энтузиастам. Я не буду перечислять фамилии, потому что боюсь кого-то упустить и кого-то обидеть. Но их у нас более 20 человек, которые регулярно ведут летопись своего края. А вы куда-то это параллельно выкладываете в интернет? Да, у нас есть сайт, кстати. Сайт так и называется «Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха». Мы есть в Инстаграме. Он, кстати, каждый день пополняется какими-либо фильмами, черно-белыми работами из коллекции фонда. В принципе, на сайте вы сразу все найдете. Как подать заявку, как прийти, каким образом можно это сделать удаленно, по электронке. Связь прямая всегда, пожалуйста. Двери открыты. Порядка 35 тысяч единиц видеоматериалов хранится в центре, если я не ошибаюсь. Когда на государственный учет проходит документ, копии делается страховая и рабочая, и оригинальная. Но это же все надо хранить. А поэтому у нас не может быть слишком активным такой прием фонда, пополнение фонда. Мы не можем с распростертыми объятиями, потому что хранить негде. От кинопленки уже, как говорится, некуда, помещения нет. Кстати, если говорить об условиях хранения, они хранятся в нашем ветхом здании по Семена Данилова, 13. Во-первых, оно построено в 60-х годах без свай, и давным-давно уже, так сказать, грибок присутствует в этом здании. А вы знаете, он проедает и бетон.
Хотя условия хранения у нас соблюдаются, температурные режимы и прочее, ну, кто знает, раз на раз не приходится. Все зависит и от климата, от погоды. И мало того, что у нас соседи не, так сказать, неблагоприятные, там пекарня, с двух сторон вот этот фонд подвергается риску. Это каждый день мы как на пороховой бочке. И хотя этот вопрос, это один из острых вопросов нашего центра, он решается годами уже на протяжении 20 лет. И есть подвижки, это как по принципу шаг вперед и два назад. В 2019 году и в 2020 году вышло 2 распоряжения Айсена Николаева, главы нашей республики. Но, к сожалению, пока вопросы решаются, ну, идет выбор зданий. Ну, видимо, ну вот еще и пандемия нам помешала. Ну, есть надежда. Большой резонанс в общественной жизни республики вызывает ежегодно проводимый республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии». Здесь выявляются наиболее ценные для будущих поколений фильмы, телепередачи, сюжеты и зарисовки, поступившие в фонды за минувший год. Учитывая, что основной продукт учреждения невозможен без технических средств, требуется постоянное обновление сложного и специфического оборудования новейшими техническими средствами. Это необходимо для обеспечения вечного хранения аудиовизуальных документов, которые являются полноценным свидетельством истории. Давайте теперь отвлечемся немножко от грустной истории с ветхим зданием и, может быть, вспомните какие-то курьезные случаи, которые у вас встречались. Вот был такой курьезный случай, когда у нас был директором Берген Парников. Мы сидели, ну, к сожалению, рано ушел от нас, сидели на рабочей планерке. Вот, говорит, звонят руководители и требуют вот по истории своего учреждения, вот есть ли у вас кадры военной хроники там? Ну, да, есть, надо поискать в каталоге. А тут еще вообще, говорит, позвонили, а у вас есть, говорит, воины-якутяне на полях сражений 1812 года. Я, говорит, был ошарашен. Я сказала, извините, конечно, мы рады бы вам помочь, но мы не волшебники. В то время братья Люмьера, по-моему, еще не родились и не изобрели кино. Ну, там в трубке смех, конечно. Но вот это был курьезный случай, говорит, что наше население настолько уже, ну, это прекрасно, они наивные. Им кажется, что у нас хранятся очень древние вещи, да, древняя кинопленка, что они уже готовы заглянуть в прошлый век. Ну вот кинохранилищу, то есть Национальному центру аудиовизуального наследия, присвоено имя его инициатора, почетного кинематографиста России, ветерана тыла и труда Ивана Спиридоновича Жараева. Вот насколько на вас повлияла эта фигура? Я знаю, что вы с ним были знакомы, удалось пересечься. Как вообще? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я, когда пришла в центр в 2014 году, я как бы зацепила вот этот период последних лет его жизни. Более того, я была ведущей его юбилея, 80-летия. Очень трепетно я отношусь к этому человеку, Аксакалу. Многие кинематографисты вот, всегда в воспоминаниях говорят о его интеллигентности, знаете, вот, деликатности. Я всегда, когда он входил в наш кабинет, всегда вот выпрямляла спину. Вот было такое ощущение, и я заметила, что делаю это не только я, но и мои девушки-коллеги. И вы знаете, он всегда дамам целовал ручки. Вот покуда существуют такие мужчины, такие деятели, такие личности, женщины всегда будут держать спину прямо. Мы сейчас выяснили, что у вашего центра очень много функций, но в том числе еще и издательская деятельность есть, да? Очень отрадно, что вот буквально на днях архивисты объявили о том, что вышел в свет 7-й том, аннотированный каталог документальных фильмов, киножурналов, уже готовых таких работ творческих, профессиональных и непрофессиональных, начиная с 30-х годов, кончая 2006.
Вот такая толстенная эта книга, ну, всего 100 экземпляров, только для творчества, для науки, для исследований. Вот приходите, ищите то, что вам нужно. Ну, к нам очень много ученых приходят, которые для своих исследовательских работ, ну, заявки от учреждений, предприятий по истории, там, трудового коллектива, и все возможно, вот там они и есть. Вы найдете то, что вы ищете. Потом, ну, регулярно, традиционно всегда выходят люди за кадром о ветеранах кинематографии якутской. Вот сейчас готовится книга к 25-летию нашего центра. Для просмотра всего принятого на государственное хранение материала потребуется около 10 тысяч часов, а метраж уникальных фильмов и сюжетов на кинопленке равен расстоянию от Якутска до Золотого кольца России. Национальное достояние Якутии, охватывающее временной отрезок с 1924 года по сегодняшний день, является частью архивного фонда Российской Федерации. Я обнаружила, что аудиовизуальное архивирование, оно не имеет своей официальной даты начала. То есть в 30-х годов организовывались международные профессиональные ассоциации, затем их признали международные организации архивов, библиотек, музеев. И только в 2005 году Генеральная ассамблея ЮНЕСКО, конференция ЮНЕСКО в целях сохранения, спасения и сохранения документов аудиовизуального наследия народов мира провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Вот почему выбран этот день. Я знаю, что эту дату вы отмечаете как профессиональный праздник и готовите к этому какие-то акции, конкурсы. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, что нас ждет в этом году. Да, это считается профессиональным праздником, но у нас в России он как-то более так серьезно, традиционно начал отмечаться не с 2005-го, а чуть как позднее, уже 10-11 год. А в этом году вот у нас намечается в декабре, мы объявим, ну, возможно, это будет онлайн, традиционный наш республиканский фестиваль, конкурс «Кинолетопись Якутии». Он проводится у нас уже более 20 лет. И, как вы знаете, он чем отличается от всех фестивалей? Это не кинофестиваль. Там в нем могут участвовать и профессионалы, и любители, и просто энтузиасты своего дела, собиратели, даже физические лица, которые просто принесли свой семейный архив. И волей судеб оказывается, что там на кинопленке запечатлены известные персоны, личности, значимые, известные, и события, которые, в общем-то, очень важны для вот истории республики. Победителями Гран-при может оказаться не какой-нибудь там автор, профессионал, журналист, который принес свой документальный фильм, снятый или год назад, или даже 10 лет назад, а может стать обыкновенный учитель, который покопался в своем старом портфеле и обнаружил пленку, допустим, своего друга. Но он обнаружил, он нашел, он принес, и он является правообладателем этого кинодокумента. А если он еще окажется ценным, то, естественно, слава и честь, хвала, как говорится, этому человеку. И гран-при. Гран-при – это, как правило, статуэтка или вот в виде, так сказать, лодочника, или какая-нибудь чароитовая статуэтка с логотипом нашего учреждения. Ну и, соответственно, дипломы и памятные подарки. Спецпризы. У нас, как правило, гран-при – это по ценности и уникальности, оно как-то более ярко отмечается в жюри. А спецприз – это тоже победа, потому что она присуждается по номинациям. Ну, обычно, как правило, там около 10 или 12 номинаций. И вот в этом году тоже вас ждем, как говорится. Мы уже идет сбор заявок, мы уже подобрали, так сказать, первоначальный отбор сделали. Но пока еще мы поддержим в секрете, что у нас там. Обычно в рамках декады, посвященной Всемирному дню аудиовизуального наследия, к которой мы и свою программу тоже некоторым образом приурочили, известные режиссеры передают свои фильмы, свои работы, рабочие материалы в ваш центр. Вот как это происходит, насколько регулярно, есть ли какое-то соглашение, что вы уже получили в хранение?
По-моему, года 3 назад мы затеяли акцию тоже к Дню аудиовизуального наследия «Впиши свое имя в историю». В кинотеатре «Лена» мы созвали их, клич, позвали всех режиссеров, которые имели возможность, так сказать, принять участие в этой акции. И они принесли свои харды, диски уже готовые, рабочие материалы там, по фильмам, которые вот Мумуттар, допустим, Алексей Амбросьев-младший сдал вот целый, так сказать, это хард, чтобы ему освободить для дальнейшей работы. Это ему тоже выгодно, и чтобы сохранилось. Дело в том, что чтобы сохранить аудиовизуальное наследие во всем мире, это всегда, во-первых, очень сложно, это финансы и труд. Поиск. Это очень сложная работа в любом регионе, в любой стране. И у всех неравенство там по финансам и по каким-то обстоятельствам. И этот день каждый год напоминает общественности о том, как важно это дело и насколько оно сложно. Альбина Степановна, спасибо вам за интересную беседу. Желаю вашему центру удачи. Надеюсь, что сбудутся ваши мечты переехать в новое современное здание. Спасибо за то, что окунули нас в атмосферу истории. Спасибо вам за приглашение, так как это наш общий с вами праздник, мы творим историю. В связи с этим я хочу подарить редакции программы «Якутия Лайв» исторический номер популярного журнала «Искусство кино». Это первый номер 2021 года, полностью посвященный якутскому чуду – кино, кинематографистам нашим. И там среди авторов есть моя фамилия. Спасибо огромное. Ну что ж, я надеюсь, что многие зрители откликнутся на призыв сохранять аудиовизуальное наследие, даже если это черно-белая пленка. Ведь лица, которые запечатлены на негативе, всегда выглядят позитивно. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.